Так, ночью у нас вот порвалась эта наша шуба, ну или как это называется, утепление, бьется там обо все. Вот сняли, сейчас будем снимать полностью. Блин, оказывается на болтах, наверное, отрежем, да? Так вот отрежем ее. Потому что так ехать вообще нельзя. О, она намокла, Новосибирске. Утяжелилась и порвалась. Вот. По идее тут 1 болт, 2 болта, 3 болта, 4 болта, да? А тут, блин, а тут мы не сможем, у нас отвертки-то нету. Поэтому придется отрезать. Хочешь вот так отрезать? Ну. А? Давай. Ага. Ну, чтоб не было сюда. Я думаю, если так оставим, интересно, она ветром номер нам не оторвет. Может вот так вообще? Потому что вот эта вот штука, она на скорости может нам номер оторвать. Но правильно же говорю, да? Или неправильно говорю я? По-любому же оторвет его. Надо вот так. Давай вот так еще отрежем. Чтобы не было этих карманов. О, якутский нож понадобился. Покажи-ка ножик. О. Делает свое дело нож. Как бумагу, да? Вот это тоже. Нормально. Нормально, да? Это у нас автоодеяло называется, кто если не знал. Машина не мерзла. Да, отвертки нету, конечно. Плохо, что отвертки нету. Ну, наверное, уже тепло же. Тихо, блин, фары быстро мораются на трассе. А, красивый нож. Щик, сабля. Ого. Приехали в город Омск. Сейчас тут посмотрим, покатаемся пару минут. Достопримечательности показывать не буду. Я знаю, у всех есть. В плане того, что самому хочется посмотреть. Ого, мост кривой. Кривой. Радужный мост, наверное, да? Что называется. Ну, радует, что тут пробок таких нету, как в Новосибирске. Куда не заедешь, там везде пробки. Снега, кстати, тоже вот недавно выпал, да? Вроде как почистили. Молодцы. Полуторка, да? Вот находимся недалеко от Омска, в сторону Екатеринбурга. Как он? Газпром нефть, получается. И тут вот что обнаружил. Я так полагаю, это зарядка, да, для электромобиля.
380 вольт, 220. Ну хотя бы 220 есть. Можно на электромобиле дозарядиться. Получается. Прикольно. Первый раз увидел. Немного хотел рассказать про Санта-Фе. Hyundai Санта-Фе. Так как я в основном езжу на праворукой машине, да, Nissan Leaf, можно сказать, на левом руле я практически никогда не ездил, давным-давно, лет 10 назад, и все. И сразу вот так взять и перестроиться на левый руль, это оказалось очень сложно, потому что всегда тянет вправо, просто всегда на трассе. В городе нормально, а вот на трассе именно всегда тянет почему-то вправо, потому что я привык сидеть справа, и как бы ориентиры у меня были там правая полоса, а тут надо наоборот в левую сторону всегда смотреть. И всегда меня тянуло дня 3, меня тянуло всегда вправо. Вот только на 4-й день более-менее я научился смотреть правильно, куда надо, чтобы оценить расстояние до фуры, потому что фуры меня больше всего пугали. То есть первоначально я, когда фуру видел, я сбрасывал скорость до 40 километров и только тогда прицеливался и ехал, грубо говоря, так. А спустя 6000 километров проехали, да, с Якутска, только тогда научился. Про Санта-Фе машина вот с таким двигателем, мне кажется, для трассы, ну, может быть, кому-то дело привычки на самом-то деле, но я до сих пор вот больше 100 километров, да, не могу на ней разогнаться. Что-то не позволяет, внутренний какой-то страх. Ее начинает вибрировать, она начинает, вся машина в руль отдает. Самая круизная скорость для меня, да, по крайней мере, ну, для нас, это 80 километров. 80 километров, представьте себе, 30 фур подряд едут и начинает, когда 100 километров я пробовал разгоняться, начинает его тянуть прямо навстречку, прямо тянет. У меня опыта мало на самом деле ездить на дальники на такое расстояние. Первый раз я поехал. Видели и пургу, и горы, и все это было очень страшно впервые, потому что фуры летают 100 километров, это минимальная их скорость, по-моему. То есть 100 километров минимальная средняя, так скажем. И причем это везде, то есть на всей протяженности трассы, пурга, не пурга, там метель, не метель. У них, наверное, какое-то ночное зрение там или что, я не могу понять, как они могут в метель 100 километров ехать. Когда я могу только 40, ну, комфортно 40, приходится 60, так как слишком медленно едем. Вот сейчас мы 90. Вот, ехали 80, нас всегда все обгоняют. Иногда получается ехать за фурой, то есть не иногда, а приходится ехать за фурой. Ну, привык уже. А сам, когда еду, я 80 еду, если никого нету. В общем, такая история интересная в том плане, что если решитесь поехать и сразу пересесть на левый руль, это будет сложновато, наверное. Ну, кому как, но для меня это было очень сложно. Ничего себе, вылетело. Аккуратно. Эх, сердце болит такого. Вот, приехал в Тюмень, дяде Коле, родственникам. Тюменская область, ну рядом возле Тюмени совсем. Вот, посмотреть. Ничего себе, это же
особняк. О, шашлыки. Это вот, что летает? Это что летает? Ну, посмотрим, да? Ага. Сперва. А потом они... Ребята шашлык готовят. А? Жеребец. Жеребец. Главный. У него табун 9 табун. 9 кобыл? Ага. Ничего себе. Он следит, чтобы каждая Ничего себе, он гигантский. Да, Реально же здоровый, да? да, реально здоровый. Он получеловес, по-моему. Полутяжеловес? Ага. Ничего себе. Вот его кобылы. Хо-хо-хо. А, Вот там маленький жеребеночек уже в январе родился. да? Вот сейчас он выйдет. Он бегает, мать сосет. Ага. Вот чисто сеном, без воды. Без воды. Они это Снег кушает? Вон А, во, вышел. вижу. Вон вышел. Жеребеночек маленький. Черный. Черный. Черныш. Да. А все остальные. А, он в отца пошел. В отца пошел. Ага, Отец да, тоже да, черный. да. Темный. Ничего Чужих себе. они убивают. Эти жеребцы очень ленивые. Да? Я еще поэтому знаю. Да, красота. Ничего себе поля. Не, сравнение Якутск-Тюмень. Вот недавно брат переехал в Тюмень. Какие есть особенности? Особенности. Хорошие дороги. Ага. Отличные дороги, да? Да. Дороги хорошие. По сравнению... Не, мы будем Они сравнивать... вообще сравниваются не только с Якутском, Не, с другими будем... регионами. Сравнивать будем только Якутск и этот Тюмень. Ты же тут достаточно уже можно сравнивать. Ну, полгода. Да, полгода. Если это много, то да. Тогда вот. Ну да, не месяц же, Ладно, не я день. я Да. подгрелся, Совершенно верно. Какие разницы, да? Ну, в цене все разницы на самом деле. В цене. В цене? Что где, что сколько стоит. Ну, это везде разница, на самом деле. Якутск, если сравнивать вообще с любым регионом. Ну, России. не только цена, а же этот, как его, климат, погодные условия. А, ну, конечно. Ну, это- Якутск это- У нас там 53, я выезжал, сюда приехал минус 10. И то это, говоришь, холодно это, да? Не, минус 20 холодно. А, А минус ну, да. 10 это так, еще более-менее нормально. Ну, Такая да. средняя температура. Даже для Якута это холодно, да, минус 20 здесь. Другая, Не, я да? имею в виду, что считается холодно. А, Так считается. не холодно. А, Нет, не холодно. ага. Это просто считается, что холодно. Ну, для местных жителей минус 20, минус 30 это вообще холодно считается. Да? Редко такая температура бывает. Ага. Понял, понял. А вот этот менталитет, все вот это, все отлично, да? Тюменцы. Ну, вообще, да, как немногих, конечно, не с многими я пообщался. Мгм. Ну так, в целом, какие люди попадались, в общем-то, нормальные люди, адекватные, Угу. вполне. Да. И бензин дешевле, электроэнергия сколько сказал? 2 рубля, да? Да, Семен говорил, 2 рубля стоит электроэнергия. Ага. 2 рубля днем, и Стоит ночью 42. 42. Где стоит? Ну, разница, это у нас 56, это получается, А он уже 56? да, Ну, 56, ну, короче, 14 рублей, да, разница? угу. Плюс бонусы там всякие, знаешь. Угу. Как бы, там, будешь заправляться, Ага. я 4 раза заправился, 5 там тебе, полбака, считай, бесплатно. Да ты чё, Ну да, на халяву? практически. Это как так? Вот, тюменская сосиска, уникальная, замороженная. Собственного производства, вот так делаем. О. И так крутим. И получается легендарный тюменский шашлык.